Мы отправляемся с вами по следам крымско-татарских воинов в далекие походы. На примере известных битв и военных кампаний увидим крепости и города, которые пали под натиском крымцев. Побываем на поле битвы и увидим, как была одержана победа и на каких условиях заключался мир. Узнаем, что такое древнее тюркское боевое искусство Каракаплан и какую пляску устраивали крымские конники на поле битвы. Заглянем в походные шатры крымских военачальников и увидим, как разрабатывалась тактика и стратегия предстоящего сражения. Все о военном деле в программе «Алтын Девыр». В этой серии «Битвы и военное дело Крымского ханства» речь пойдет о видах холодного оружия. Мы расскажем, чем отличались сабли вида чичуги и кылыч и как они выглядели. Армия Крымского ханства была не только многочисленна, но и хорошо вооружена. Крымские аскеры прекрасно владели всеми видами оружия своего времени – холодным, метательным и огнестрельным. Они были настоящими мастерами военного ремесла. К примеру, умели одновременно выпускать сразу 2 стрелы из лука на полном скаку, одним ударом сабли или меча наносить противнику смертельные удары и даже выигрывать сражения с помощью простых арканов и пращ. Крымско-татарские аскеры были лучшими воинами на рубеже 15-18 веков. Сложно сказать, какой вид оружия они предпочитали – луки, сабли или мушкеты. Они одинаково профессионально владели всем. Однако визитной карточкой крымского аскера было и остается холодное оружие. Сабли, мечи, кинжалы, ножи и даже боевые топоры обязательно сопровождали в военных походах крымско-татарского воина. Наибольшее распространение холодное оружие в ханской армии приобрело в XVI веке. Саблю и меч имел представитель родовой аристократии или богатый воин. Этот вид оружия изготавливался крымско-татарскими мастерами. Будучи профессионалами высокого класса, они иногда позволяли себе делать саблю по османскому образцу. Правда, это создавало путаницу, а в наши дни вводит в заблуждение некоторых экспертов, которые часто называют крымскую саблю османской. Но у крымской сабли были свои особенности. В Крымском ханстве было распространено несколько видов сабель – кылыч и чичуга. Последний редкий тип сабли имеет исключительно крымско-татарское происхождение. И если бы мы сейчас могли видеть изображение личной ханской гвардии Капы-Кулу, то непременно увидели бы, что к поясам этого спецназа были подвешены слабо изогнутые сабли чичуги с позолоченным эфесом и ножнами. Крымские чичуги получили распространение в XVII-XVIII веках, как в самом Крымском ханстве, так и в Османской империи, в Украине и даже в Центральной Европе. Чичуги изготавливались в 2 вариантах – боевом и парадном. Воины же отдавали предпочтение парадной сабле. Крымско-татарская чичуга имеет свои особенности. К примеру, клинок имеет слабую кривизну и ширину в 30 мм по всей длине, тогда как у других сабель к острию ширина сужается. Примечательно, что острие чичуги могло быть с 2 лезвиями. Выраженная елмань, расширение верхней трети клинка от острия, характерное для азиатского холодного оружия сабельного типа, отсутствует. Открытый эфес состоит из короткой крестовины простой формы с перекрытием. Деревянная рукоять обтянута кожей. Навершие в виде наперстковидного колпачка, обычно латунного, наклонено под тупым углом в сторону лезвия. В нижней части под кожей обычно цеховой выпуклый знак. Основными признаками чичуги является форма клинка и ее конструктивные особенности. Что же касается эфеса, рукоятки и ножен, то и они не являются отличительными элементами этого клинкового оружия. Ведь конечному владельцу или перекупщику сабля могла попасть в виде сабельной полосы без оправы, и последнюю могли уже сделать как в стилистике полосы, так и согласно вкусу нового владельца.
Родиной сабли чечуги является Крымское ханство, но, как мы говорили выше, она ценилась и имела распространение на территории современной Украины, на Северном Кавказе и даже в странах Центральной Европы. Однако ошибочно этот вид холодного клинкового оружия называют армянская сабля. По мнению польских исследователей, такое название связано с тем, что массовое производство чечуг было налажено во Львове выходцами из Крыма, проживавшими крупными общинами на Галичине. Крымско-татарская сабля имела большую популярность среди казаков, но право пользоваться ею было только у казацкой старшины. Этот вид оружия не продавался, она была добыта либо в бою, либо получена в дар крымским союзникам, а со временем передавалась по наследству. Примером может служить изображение чечуги на портрете сотника Миргородского полка Андрея Стефановича, написанного в XVIII веке. Одна из таких сабель сегодня хранится в Днепровском национальном историческом музее имени Дмитрия Яворницкого. Второй вид сабли, пользующийся популярностью среди крымско-татарских воинов, был кылыч. Однако этот вид сабли не был изобретением мастеров Крымского ханства. Вероятно, ее родиной была Османская империя. Однако для крымцев кылыч изготавливали местные оружейники, поэтому так часто крымский кылыч путают с османским. Кылыч – рубяще-колющая сабля, использовалась как пешими воинами, так и всадниками. Ее особенность – массивная елмань позволяла крымцам применять эту саблю против воинов в доспехах. Сабли были главным холодным оружием конницы и частично пехоты. Само слово «сабля» происходит от общетюркского «саб» – «ручка». Первые сабли были атрибутом знатных воинов и, как правило, инкрустировались золотом и серебром. Многие клинки имели надписи, выполненные арабской вязью, содержали имена мастеров, владельцев, дату и место изготовления, имели клеймо и довольно часто цитаты из Корана. Согласно верованиям, эти надписи помогали хозяину оружия в бою. Сабля, в отличие от меча и других видов холодного оружия, имела больше преимуществ. Она была меньше и легче, ее удар был более эффективен, особенно для всадника, сидящего верхом на коне. Как правило, ее использовали в ближнем бою. Поднимаясь в седле, опираясь на стремена, воин мог таким образом усилить удар. Главную нагрузку при этом несла именно последняя треть клинка. Об использовании крымскими татарами сабель сообщает ряд письменных источников. Все они относятся к разным временам, наиболее ранние из них польский. В 1578 году польский посол Мартин Браневский отмечал, что крымцы с древнейших времен имеют в своем арсенале кривую длинную саблю, короткий широкий из отличного железа кинжал, копье, стрелы и колчан. Французский инженер во второй половине 17 века Гийом де Баплан также писал, что вооружены они саблей, луком с колчаном, ножом и огнивом. И если ранее хронисты подчеркивали, что саблю имел более состоятельный воин, то со второй половины XVI века оснащенность крымско-татарских войск саблями улучшилась. Во всяком случае, в этот период авторы перестали подчеркивать нехватку крымских татар данного вида оружия. Со второй половины XVI века в сочинениях европейских и азиатских авторов часто фигурируют сабля и саадак, сабля и колчан со стрелами. Это становится стандартным набором вооружения крымского воина. Однако говорить о полном вооружении крымцев саблями на протяжении всего XVI века не приходится. Из другого клинкового оружия крымцев чаще всего упоминается кинжал с коротким клинком, который всегда носили при себе в красиво отделанных кожаных ножнах. Кинжалы использовались в качестве запасного оружия для ситуации, когда основное оружие использовать было затруднительно, поэтому часто кинжал носили в паре с саблей. Крымско-татарские кинжалы, пырначи и ятаганы ценились далеко за пределами государства. И это при том, что, к сожалению, сегодня тиражируется расхожее мнение о том, что крымские воины часто использовали османские либо персидские кинжалы. Возможно, у отдельных воинов и было османское холодное оружие, но это было далеко не массово, так как крымское производство кинжалов отличалось высоким качеством и красотой. Кинжал в ханской армии был как вспомогательный вид оружия. Правда, те кинжалы, которые аскеры брали в поход в качестве наступательного оружия, были простые и длинные. Их использовали в ближнем бою. Известно, что в сражениях применялся и боевой топор. Чаще его использовал пеший воин. В отличие от пехоты, у всадника хоть и имелся в арсенале топор, но он использовался гораздо реже.
Это оружие пускали в ход во время боя, когда длинное древковое оружие мешало борьбе. Такие топоры или секиры с двумя лезвиями крымские татары называли «экия козлы болта». О крымских оружейниках писали посетившие Крымское ханство путешественники и дипломаты. Одним из них был Шарль де Пейсене. В Бахчисарае, Карасу-Базаре, Кизлеве и других крупных центрах оружейным производством занималась целая артель. Порой это уже было семейное дело. Оружейных дел мастера жили отдельно от других ремесленников, занимая целые улицы. Сабельные ножевые клинки ковались и закаливались из черного металла по особому методу, секретом которого владел каждый ножевых дел мастер бычакчи. Этот метод часто сравнивали с дамасским, а вот топоры и секиры ковали кузнецы Демирджилер. Наибольшей популярностью пользовались мастера, проживавшие в окрестностях села Керменчик. Не только на полуострове, но и за Оркапы, Перекопом были ремесленные центры. Они находились в таких городах, как Татар-Бунары, Акерман, Балта, Дубасары, Джан-Кермен, Олешки и многих других. Иначе говоря, провинции независимого Крымского ханства обеспечивали своих воинов холодным оружием местного производства, которое на протяжении веков улучшалось и модернизировалось. Подтверждают это находки разных заготовок листовой меди, накладки, пластины, полосы, скобы, разбитые тигли, слитки литья различных металлов. Немаловажное значение в ногайском традиционном искусстве, где воедино слилось творчество кузнецов, было изготовление и другого военного снаряжения – шлемы, кольчуги, щиты, наконечники стрел и прочее. Как правило, сабли, мечи, кинжалы и ножи крымские татары использовали в ближнем кавалерийском бою, когда луки, пики и мушкеты затруднительно было использовать. В конце XVI века в Крымском ханстве широкое распространение получило огнестрельное оружие. Его не только закупали в соседних странах, но и научились производить в самом ханстве. Подробнее о ружьях, мушкетах, карабинах и пушках смотрите в следующей серии.